Брусника вон какая крупная, не мелкая. Оп. Как старые добрые времена. Крышки, да, Маша? Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я в лесу собираю бруснику. Брусника крупная. И очень много брусники. Сейчас покажу. Одно ведро уже у меня наполнилось. Вот, одно ведро полное уже у меня. Уже насобирала. Так, покажу бруснику. Вон какая брусника. Брусника не мелкая. Вот. Так что ягоды здесь есть и черники навалом. Вот сегодня соберу бруснику и еще чернику буду собирать. Брусника вон какая крупная, не мелкая. Это я собираю для себя. Как в прошлый раз тоже буду в замачивай воде в 3-литровой банке. Вот. И на зиму очень вкусная пища будет. Одно ведро высыпали. Потом дальше собирать второе ведро. Пойдем дальше собирать. Но надо бы собрать 3 ведра, если смогу, конечно, и черники еще насоберу. Черника здесь очень вкусная. Здесь еще не замерзла. Вот в лесу внутри, вот здесь. Это где замерзала, уже там черника не очень вкусная. Какая-то водянистая. Какая крупная брусника. И черника также. Очень много черники. Такая твердая еще. И очень сладкая. Погода теплая. Дождя пока нету. Надеюсь, и не будет. О, какая брусника крупная.
собираем вот эту бруснику. Клюкву мы не кушаем, не употребляем, как говорится. От клюквы у Сергея голова болит. Вот. А брусника это очень полезно, мочегонная, хорошая вещь. Вот. Ой. Ну, здесь брусника есть, можно собирать. Так что я отключаюсь и дальше буду собирать бруснику. Ну вот. У меня мешочек маленький. Наполнился полностью. Ну, можно еще сюда одно ведро насобирать. Но сейчас я пока буду собирать чернику. А после уже брусника потом. Если время будет. Так, вот еще собрала. Ну, это ведро, конечно, не полное. Потому что сюда, не знаю, разместится, не разместится. Но надо сюда высыпать. Я собираю чернику уже. 2,5 ведра собрала брусники. Мешок полный стал. Вот. А сейчас собираю чернику. Черники здесь тоже много. Вот. И брусника, и черника. Все вместе в этом лесу. Чернику очень захотелось вот тоже покушать. Она еще здесь твердая. Здесь, наверное, в этом месте, где мы собираем, заморозок не было. Или просто в лесу это, да, из-за этого. Потому что черника еще твердая. Вот. А там, где вначале заходили на дороге, там вот как-то, как будто не очень вкусная. Там как-то водянистая уже, наверное. Вот. А это твердая еще. И очень сладкая. Она уже полностью созрела вот уже. И крупная такая, не мелкая уже. Вот. Ну и с молоком покушаем. Потом, наверное, уже не получится уже сходить в лес за ягодами. Вот. Сегодня вот соберем бруснику. Брусники много мне не надо. Вот. Баночки 3-литровые сделаю. Вот сколько насобирала, сколько получится. И заодно черникой угостимся. Конечно, бруснику быстрее собирать. Вот. Это у меня пакет там, чтобы не потеряться. Конечно, да. Бруснику быстрее собирать, ну а чернику дольше. Вот. Такой лес. Багульник здесь тоже растет. У меня уже голова сегодня заболела, уже таблетку выпила. Вот. Ну, вот такой лес. Солнышко выглядывает тоже. И тепло. Главное тепло. В лесу дождя нету. И то хорошо. Вот. Сколько смогу, насоберу еще. Спокойно собираю. Ведро потихоньку наполняется уже. Вот. Черники набрала. Не полное, конечно, ведро. Но это достаточно. Еще мешок вон полный. Тащить еще надо. Вот. Ну, немножко как бы получилась такая прогулочка в лес. За брусникой, за черникой. Не с пустыми руками иду. Руки какие синие от черники. Вот. Чернику собрали, бруснику собрали. А теперь домой. Ну, друзья, Маша уже дома. И вот собранную бруснику
как мы будем хранить? Моченая брусника. Несколько слов сейчас Маша скажет, как ее будет нахранить. Прошлый год также и много лет уже так делаем. Кладем бруснику. Банки вымыла только горячей водой, содой. Вымыла банки. Стерилизовать не стерилизовала. Не надо, зачем? Потому что вот свойство у брусники, у клюквы есть такое свойство, что они, у них немножко вырабатывается уксус, и они как природный консервант, что ли, этот уксус небольшой. Я помню когда-то в молодости, честно уже признаюсь, у меня было похмелье, и я такой иду на охоту, а там мимо погреба идешь, и, короче говоря, мне так хотелось что-нибудь такого выпить. Я зашел в этот погреб, ну вот где вот собачья-то будка есть, там погреб, ну ледник, то есть. Это мы называем погреб, а так ледник. Там до середины лета лед еще. Но это уже осень была, охота такая начинается уже, охота открыта, и я такой иду и зашел туда вместе с ружьем, чем зашел туда в этот ледник, да, увидел этот чан большой с этим. Мама мочила всегда бруснику, вот Маша в баночке мочит, да, а мама чан такой большой, 20-литровый. Открыл, а там этого сока брусничного и брусники, я кружку зачерпнул вот этого сока. Прям вот это ядреный такой. А мне с похмелья очень это, прям вот как будто бальзам на душу. Я этого целую кружку так наслаждаюсь, выпил так, И не подумавши, дальше пошел на охоту. Пошел, иду, ставлю силки, проверяю, что уже поставили там ловушки. Что-то вот в горле першит и першит. Вот так делаю. Иду дальше. А мне сразу полегчало вообще, как будто я все, огурец, свеженький огурец, как будто все. Нормально, никакого похмелья уже нету, все нормально. И еду, иду. И к концу дня, к вечеру, мне так горло прижало, я глотать не могу. Добрался домой, подхожу в зеркало, открываю рот, а рот и горло как будто вот белило это все намазали, да. Это все кожа слезает, вот этот уксус вырабатывающий, он, конечно, в малых дозах, но оказался, что сжег все вот это. Первый раз такое было у меня, хотя я много и моченую бруснику ел, и вот первый раз такое было. Ну, короче, друзья, способ простой. Стерилизуем, вернее, вот даже Маша говорит, что просто вымыли банки содовой водой, кладем брусники, банки заполняем, эти 3-литровые банки брусникой. Вот, все эти банки. А потом уже, вот видишь, даже Маша немножко так баночку стряхнула, или как правильно, чтобы меньше там воздуха было. Вот. Все равно оседает же. Ну да, брусника она такая, она постепенно оседает. Ну я так думаю, что соком она должна все равно покрыться водичкой, да? Ну, там вон сколько соку. Брусника постояла и дала сок. Ты будешь потом доливать, да? Так как почистили вот после. Ну, я вам скажу, что брусника спелая, очень спелая. Вот себе на, как говорится, на запас зиму мы всегда собираем бруснику уже спелую. Она не просто как бы красная, она черно-красная такая. Щетпу у нас называют уже щедедеман по-испански, щетгард, то есть черно-красная. Вот. И она мягонькая уже. Вот. На сдачу-то люди собирают, она такая
еще недозрелая это все. Она слишком кислая для нас. А вот это она уже сладковатая. Если ее руками попробовать взять, она руки будет прилипать. Она сладкая такая. Ну, сахара много уже. 4 баночки. И там еще чуть-чуть осталось. 2 таза было у нас. И что у нас тут? У нас тут Водичка. Сладкая. Ну, не сладкая, но как я это сделала? подслащенная. Немножко, да. Так как я бруснику кушаю с молоком, а для этого сладкого брусника не надо, сладкой брусники. Вот кто любит просто вот так кушать сладкую, можно, да, послаще сделать, но я с молоком ем, мне сладкого не надо. Ну как такого вот рецепта, чтобы вот именно в граммах, насколько там сахара. Делайте послащенную воду, как вам лучше. И просто вот кипяченая послащенная вода и охлажденная. Она не горячая, она уже холодная. И заливаем банки просто водичкой. Вот. Его обычными капроновыми крышками Маша закрывает. И все. Это будет у нас храниться в подвале. Ну, все. Хоп. Как старые добрые времена. Крышки, да, Маша? Вот так, все. Вот такую красоту из леса собрала Мария. Красота и полные витаминов. Тут очень много витаминов, кладезь витаминов. Под весну это как раз нам будет не хватать. На севере под весну очень дефицит витаминов. Я Вот и так. зимой это ем. Ну, всю зиму Маша ест. Хочется вот что-нибудь такого, поднимаешь, с молочком покушаешь. Ой, Аппетит хорошо. поднимает, будь здоров. И можно использовать на морс, на шанги, на что Но угодно. вот бруснику ем, а потом вот то, что вода остается, сразу делаю как бы вот морсы делаю. Да, морс очень вкусный, да. Ну, шанги в основном делаем, конечно, из замороженной брусники. Ну, тут и тоже можно из этого тоже. Но все уже вытечет потом там весь вкус. Во, такая красота, друзья. Маша, спасибо тебе за такие. И лесу спасибо, и тебе. Без тебя, как она добралась до нашего дома. Все? Показали эти ягоды, как они росли в лесу, как Маша собирала, и как мы из нее делали заготовки из этих ягод. Вернее, Маша сделала. Ну, и все, на этом ролик этот будем заканчивать. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Руки грязные. Руки не грязные, а руки они приобретают цвет брусникой возится, а брусничный цвет, Я с сегодня черникой возится, с черникой черничный цвет. Вот так. Чернику почистила. Чернику еще покушала. Из этого руки синие. Да. Все хорошо, Маша. Добрых рассветов, друзья. Всем пока.